Ну а холод нам нипочем, мы начинаем новую трудовую неделю, и прятаться от холода никто не собирается. И вот как раз у нас сегодня в гостях Сергей Захленюк, это преподаватель Малой академии наук, замечательный преподаватель, не первый раз уже в республике. Да, Доброе утро. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о себе. Вообще, я сам с Калининградской области. Наверное, я тот человек, который давно работает в системе образования. Работал в Центре выявления одаренных детей, такой же, как и, в принципе, здесь Малой академии наук. Вот, занимался, в принципе, креативными индустриями, медиасферой, продвижения, снятия кино, короткометражных фильмов. То есть мы сами снимали, делали образовательные программы для детей. Ну и в целом, наверное, поднимали такой, скажем так, высокий уровень научно-исследовательских проектов, то есть в области проектной деятельности. Вот, и сюда вот приехал тоже помогать, скажем так, Малой академии наук в этой креативной индустрии, ну и научно-исследовательских проектах. Вот как ведь выглядит научно-практическая конференция в области кинематографа? Просто очень интересно. Ну, вообще, в принципе, научно-исследовательская проектная деятельность, она решает какую-то определенную проблему. Это может быть, в принципе, любая сфера, тоже и креативная индустрия, это может быть промышленность, это может быть и, не знаю, там даже какая-то финансовая потребность. Вот. Самое главное найти проблему и дать ей просто конкретное решение. Вот и как раз-таки любые школьники, они решают все разные проблемы, предлагают ее решение, и уже, собственно, эксперты ее оценивают и понимают. Это хорошая идея, можно ее взять либо в оборот, может быть, ее нужно как-то изменить, либо что-то там доработать. Ну, вы уже как-то оценили наших школьников в области креативных направлений? Ну, допустим, здесь вот был, когда в октябре месяце приезжали вот на проект «Киномания», дети делали короткометражное кино, могу сказать, что развитие очень достаточно такое интенсивное, то есть у них есть понимание, что такое короткометражное кино, да, как снимать кино. Просто, наверное, здесь нужно больше давать практического опыта и понимать, да, уже как-то выходить, наверное, на какие-то такие большие успехи, на какой-то уже, наверное, более всероссийский уровень, потому что, на самом деле, якутское кино, оно такое очень заразительное и очень такое, ну, скажем так, обширное. Поэтому, да, это можно будет много чего сделать, в принципе, в этой сфере. Отлично. А, Сергей, а как вы пришли вот к своей профессии? Ой, на самом деле это было очень странно. Я вообще, в принципе, тот человек, который попробовал много чего. Я и сначала учился на медицинском, потом учился на географическом университете, да. И потом в какой-то момент просто приехал работать в этот центр, который там вот есть в Калининграде. Ну и как-то меня это все захватило, закрутило. Я решил остаться и вот, наверное, пробовал первые 3 года. И потом уже пришел вот работать в штат, и как-то вся эта сфера кино заинтересовала. И мы самую первую смену вообще по кино сделали в 2017 году. Глаза боялись, вообще все было страшно, но потом как-то это все, наверное, как-то в какие-то рельсы встали, и мы пошли и поехали, и все было хорошо. Ну и самый такой захватывающий для вас проект, который вы реализовали сейчас? На самом деле, для меня лично была такая победа, мы в 2021 году сделали вообще, в принципе, региональный кинофестиваль для детей, потому что как бы у нас есть тоже понятие кино, но в основном это такие, как понятие киноребейтов, то есть приезжают сторонние компании, снимают и могут восстановить какую-то часть бюджета на затраченные съемки. В основном мы снимали военные сериалы, военные фильмы, ну то есть вот в этой области. А у нас очень было много креативных подростков, которые тоже хотели показать свое творчество. Вот, и мы сделали как раз-таки, ну, то есть, скажем так, региональный фестиваль, вот, да, и который, собственно, помог, наверное, да, раскрыть какие-то, наверное, глаза правительству Калининградской области о том, что у нас есть очень много креативных ребят. А какие темы выбирают дети сейчас? На самом деле очень много моральные, наверное, какие-то принципы, какие-то вот, ну, такие нравственные цели, вот, духовное какое-то воспитание, вот им прям как-то больше присуще это сейчас. Это они, наверное, хотят рассказать, да, поделиться, они хотят, наверное, кричать всему миру, что вот есть такие проблемы, вот мы знаем, что у нас есть тоже свой опыт, мы хотим передать этот опыт. Как вы считаете, что это дает детям? Участие вот в таких проектах, реализация себя в кинематографе? Ну, вообще, в принципе, в любой деятельности, даже там в кинематографе, в научно-исследовательских проектах, наверное, это такой важный плюс — заявить о себе, да, рассказать о себе, потому что
Если ребенок сможет рассказать о своем видении, да, возможно, это как бы видение поможет в будущем для реализации каких-то важных, амбициозных целей. Потому что сейчас подростки очень амбициозные, и их нужно поддерживать, им нужно помогать в этом. Ну и, наверное, мне кажется, что сейчас подростки очень креативны, даже креативнее, чем уже я. Я уже понимаю, что для них это тоже такое, скажем так, наверное, выход из зоны комфорта, ну, как-то по-другому все реализовать и как-то по-другому преподнести себя. Ну, тот же самый проект, либо кино, да, на какое-то свое видение. Очень интересно. Очень, да. Да. А что-то у нас вы подчеркнули? Вот вы же второй раз Ой. приезжаете, может, что-то, какую-то идею, может, даже у нас решили что-то снять? Ну, на самом деле, да, здесь очень много что нужно снимать, и я понимаю, что, во-первых, здесь очень замечательная природа, здесь очень можно много снимать разных каких-нибудь кинематографичных фильмов, ну, которые будут очень так красиво захватывать дух, скажем так, да. Есть идея, конечно же, сделать большой фестиваль, и я понимаю, что, наверное, в Якутии это единственный регион, который является, наверное, ну, среди всех наград, да, который, ну, прям занимает первое, наверное, лидирующее место по каким-то таким весомым заслугам, скажем так, да, в области кино. Но можно сделать, в принципе, про все кино. Вот, как говорила Анна, ну, как говорит и постоянно Анна Ричардовна, это которая вот у нас, мы с ней работаем, это режиссер программы «Умники и умницы» на федеральном канале. Вот, она всегда говорит, что кино можно снимать и всего, а мне кажется, в Якутии можно снимать вообще про все. Наши дети, они участвуют в фестивалях? Есть такое? Да, уже? конечно же. Вот в фестивалях участвуют. У нас вот была вот киномания в октябре, и уже, в принципе, ребята уже успели поучаствовать в конкурсах, уже там получили результаты уже заслуженные, там, скажем так, Ну, призовые. откройте нам секрет. А сейчас-то вы с какой целью приехали? Ну, я сейчас вообще приехал помогать Малой академии наук, вот этому региональному центру, который выявляет одаренных детей, наверное, помогать это все как-то реализовывать и выходить на более высокий уровень, да, там, скажем, больше, наверное, на всероссийский уровень, потому что много что проходит в регионе, мало что знает, условно, Россия, да, и вот моя задача, наверное, вот такая миссия — помочь это как-то все реализовать в большом масштабе. Очень хорошо, да? Ну, ждем Ну, результатов, сейчас, да. да. Ждем. Оказывается, у нас одаренные дети, это рядом совсем. Очень много Очень, возможностей. Ну, спасибо большое, что пришли в гости. Ну и пару пожеланий нашим телезрителям. Наверное, хочу пожелать, никогда не бойтесь, все будет реализовано, ваша идея, она всегда будет сильная, и только нужно в нее верить. Все будет получаться. Спасибо большое.